Меня зовут Анна Львовна, и я работаю в 24-й школе учителем химии. Тема сегодняшнего вебинара – это особенности подготовки ГИА по химии из опыта педагогической практики на примере подготовки основного государственного экзамена. Согласно закону Российской Федерации об образовании в Российской Федерации, освоение общеобразовательных программ основного и общего образования и среднего завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников общеобразовательных учреждений, независимо от формы получения образования. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 и 11 классов стала важнейшей частью нашей жизни. Подготовка государственной итоговой аттестации в 9 классах вызывает беспокойство не только у учащихся, но и у учителей и родителей. Для того, чтобы наилучшим образом подготовиться к ОГЭ, необходимо работать в системе учитель, ученик, родитель и обеспечить для всех субъектов образовательного процесса психологическую, педагогическую и информационную готовность, тесно переплетая их друг с другом. Также очень важна психологическая готовность учащего к сдаче основного государственного экзамена, целью которой является выработка психологических качеств, умений и навыков выпускников, которые будут способствовать владению собственными эмоциями, развитию памяти и навыков мыслительной работы, концентрации внимания, внутренней настроенности на определенное поведение, тем самым повышает эффективность подготовки к прохождению ГИА и позволяет каждому ученику более успешно сдать экзамен. Как осуществляется подготовка выпускников к ОГЭ по химии? Во-первых, это информирование по вопросам подготовки ГИА. Это знакомство с инструкцией по проведению ГИА, знакомство с правилами поведения на экзамене, знакомство с правилами поведения при выполнении практической части экзамена, знакомство с сайтами по подготовке ГИА, работа с бланками, это типичные ошибки при заполнении бланков, подготовка и проведение репетиционного экзамена по химии, анализ результатов пробного экзамена и ликвидация пробелов. Что можно использовать в процессе подготовки? Ну, во-первых, это сайт ФИПИ для предметных комиссий и субъектов Российской Федерации. Методические материалы для предметных комиссий. Это система оценивания выполнения заданий с развернутым ответом, основные подходы, критерии и шкалы с примерами ответов экзаменуемых и комментариями. Часто возникающие вопросы по порядку проведения практической части КИМ ОГЭ по химии. Материалы для практических занятий по оцениванию выполнения заданий, оцениванию экзаменационных работ учащихся и оцениванию вариантов экзаменационных работ. Прям заходим на сайт этот ФИПИ и скачиваем этот документ. Да? Также нужно обязательно скачать демо-версию, это вариант прошлого года, спецификацию и кодификатор для того, чтобы понять, как готовить детей к экзамену. Также это ФИПИ, Федеральный институт педагогических измерений, когда мы заходим на Федеральный банк тестовых заданий. Здесь вообще очень много количества таких вопросов, которые очень интересны и, правда, очень для подготовки к экзамену очень дает хороший плюс. Можно любое тестовое задание выбрать и решать. Их достаточно много. Также это использование сайта «Решу ОГЭ». Прям можно зайти на этот сайт. Ага. Вот, мы заходим, значит, на сайт «Решу ОГЭ», химию выбираем и выбираем там любую тестовую часть. Ну вот, например, первое задание. Атомы, молекулы, химический элемент, простые и сложные вещества. Прямо нажимаем, да, вот
И тут есть такая вкладочка, как версия для печати и копирования. Нажимаем ее сюда. И вот здесь можно тоже посмотреть, как можно вообще печатать. Вот, например, версия для копирования Word. Мы с вами копируем, нажимаем кнопку «Печать» и печатаем вот таким образом. Можно сделать немножечко по-другому. Назад, да? Вот есть PDF-версия. Это горизонтальная. Здесь, как бы, наверное, лучше, удобнее горизонтальная. Так, затем также вертикальная. Вот они такие, да, странички у нас идут. Так, крупный шрифт. Угу. С крупным шрифтом также можно сделать. И у нас еще есть большим полем. Так, ну это не очень. И, наверное, самое удобное, правда, это вот эти задания. Не просто копируем, да, а именно вкладочка уже есть, версия для печати и копирования в Word. Все закрываю. Так. Значит, повторение сложных тем и вопросов курса химии за уровень основного общего образования. Одним из важнейших направлений при формировании системы химических знаний в процессе подготовки учащихся ГИА является целенаправленная систематическая работа по организации повторения материала по предмету. В зависимости от целей и содержания повторений может быть в начале учебного года. Ну вот, например, в 9 классе у нас есть время для того, чтобы пройти несколько тем за 8 класс. Да? В 9 классе я использую такие темы, как строение атома, изменение свойств по периоду и по группам, а также виды химической связи и классификацию и номенклатуру неорганических веществ. Это мы с ними все повторяем в начале учебного года. Ежедневно, то есть каждый урок мы с ними повторяем какие-то темы определенные, там то же самое виды химической связи, или там окислительно-восстановительная реакция, или реакция ионного обмена. Тематическая – это повторение пройденной темы или целого раздела. Также вот в 9 классе тема реакции ионного обмена, и в конце этой темы мы пишем контрольную работу или проверочную. Повторяем эту тему реакции ионного обмена. Итоговое повторение материала, пройденного в течение учебного года. Но тут, скорее всего, наверное, сказать, что это промежуточная аттестация в форме контрольной работы, когда затрагиваются темы основные в школе. Вот смотрите, уважаемые коллеги, есть готовые печатные электронные пособия, которые используют для подготовки к экзамену. Я, конечно, их не рекламирую, я просто использую их в качестве подготовки к экзамену ОГЭ. Ну вот самый первый сборник, да, например. Данное пособие включает типовые задания по всем содержательным линиям экзаменационной работы, а также примерные варианты в форме ОГЭ 2022 года. Пособие поможет школьникам проверить свои знания и умения по предмету, а учителям оценить степень достижения требований образовательных стандартов отдельными учащимися и обеспечить их целенаправленную подготовку к экзамену. Переключаюсь, да? Ну вот, например, это сборник 2022 года. Вот какое-нибудь там задание, например, откроем. Да? Вот, например, задание для самостоятельной работы. То есть это у нас с вами первое задание. Выберите 2 высказывания, в которых говорится о кислороде как о химическом элементе. То есть здесь достаточно такие интересные задания, которые характерны для 2020 года именно. И можно прорешивать задания. Вот дальше следующее. Это строение атома, первых 20 химических элементов. Опять же, на нескольких примерах тут рассказывается. А для задания для самостоятельной работы тоже здесь свое.
Видите, так как это сборник 2020 года, поэтому строение атома сейчас от 2022 года различаются. Достаточно тоже очень этот сборник интересный. На презентацию. Ага. Дальше следующее. Это данное пособие предназначено для подготовки учащихся 9 класса в КГ по химии. Это пособие «Химические уравнения Зыкова» содержит наиболее полный и разнообразный набор химических уравнений по всем разделам курса химии основной общей школы. Поможет обучающимся научиться составлять химические уравнения разных типов для всех классов неорганических соединений. Задания удобно структурированы. Благодаря этому пособию может быть использовано на каждом уроке, что позволяет решить проблему низкой накопляемости оценок. Многовариантность обобщающих заданий по темам позволит использовать пособие для текущего тематического объективного контроля знаний. Опять же, вот я включаю это задание. Ну, тут уже прям написано. Самое интересное здесь это окислительно-восстановительные реакции и это задача. То есть, вот, например, окислительно-восстановительная реакция. Здесь прям показывается вот 46-е. Расставьте степени окисления элементов и укажите, какие из реакций, уравнения которых записаны ниже, являются окислительно-восстановительными. То есть если посмотреть эти задания, также вот есть метод электронного баланса. Здесь прям, наверное, даже тему рассказывают этого. Подбор коэффициентов с помощью метода электронного баланса. Очень много всяких разных уравнений, когда можно их использовать на уроке, самим, учителям написать. Вот уравнение химических реакций. Опять же, например, оксиды, способы получения оксидов. Составьте уравнение реакции получения оксидов путем окисления простых веществ. Хорошие такой сборник. Вот, назад, да. Вот, например, тематический тренинг. Это пособие позволяет в сжатые сроки повторить пройденный материал, восполнить возможные пробелы, систематизировать знания и сформировать компетенции. Материал пособия структурирован по тематическому принципу. 1600 тематических заданий всех типов и уровней сложности в формате ОГЭ. Краткие теоретические сведения по каждому тематическому блоку. Более 60 разнообразных примеров выполнения заданий с методическими рекомендациями. Ну и ответы и решения. Ну вот, например, мне очень нравится вот такой 30 тренировочных вариантов. Так как здесь, также по новой демоверсии 2022 года. Это же пособие предназначено для фундаментальной подготовки к ОГЭ по химии. Оно способствует систематизации имеющихся у выпускников знаний и формированию у них устойчивых навыков выполнения заданий в формате основного государственного экзамена. 30 новых тренировочных вариантов, составленных по официальным проектам спецификации демоверсии ОГЭ 2022 года. 3 варианта с подробными решениями и комментариями к каждому типу заданий. Ответы ко всем тренировочным вариантам. Такой сборник я начала покупать, когда мы только перешли на новую версию ОГЭ. И детям, правда, такие варианты очень понравились, но они, конечно, сложноватые. Сложноватые были в задачах. Иногда задача соответствовала спецификации, а в другом варианте, допустим, задача не соответствовала. Или задания также какие-то соответствуют спецификации, какие-то задания не соответствуют. Но достаточно сложный тренировочный вариант, и использую для подготовки к основному государственному экзамену. Также я использую методическую разработку по химии. Это у Оксаны Валерьевны Витязевой. Разработка состоит из 2 частей. Первая часть – задание по содержательным блокам. Опять же, все как в спецификации.
Первое задание столько-то вопросов, второе задание столько-то вопросов, ну там в основном по 23 задания. И вторая часть содержит примерные варианты ОГЭ 2022 года с критериями оценивания заданий с развернутым ответом. Типовые задания составлены и подобраны в соответствии с предметными умениями и требованиями проектов новой спецификации и демоверсии ОГЭ по химии на 2022 год. Значит, из опыта по подготовке. Комплексная работа по подготовке к ОГЭ по химии поможет систематизировать знания по предмету, сконцентрировать внимание на наиболее важные вопросы, выносимых на итоговую аттестацию, правильно выстроить стратегию и тактику подготовки к ОГЭ, понять структуру варианта экзаменационной работы, оценить общий уровень подготовки, правильность распределения времени, отведенного на выполнение отдельных заданий и всей работы. Свой опыт по подготовке я веду таким образом. Сначала это вводная консультация для мотивированных сдачи экзамена учащихся. В основном вводные консультации провожу сентябрь-октябрь. Затем разбираем с учащимися демоверсию ОГЭ с акцентом на более сложные задания. То есть на следующую консультацию стараюсь распечатать демоверсию и прям с ними указываем, за что, где ставятся баллы, какое-то задание высокое, повышенное или очень сложное, да. И именно показываю, где же можно на сложных заданиях получить кое-какие баллы. Составление графика консультаций во внеурочное время. Обычно это у нас с девятиклассниками, так как в нашей школе очень много девятиклассников, да, это 5-9 классов, то выбираю свободное время. В основном это у нас 7 или 8 урок. В этом году это у меня 8 уроком консультация. Также это журнал для фиксации посещения учащимися занятий по подготовке. То есть это обязательно, да, отмечаем, кто есть, кого нету. И подготовка осуществляется не сквозная по нумерации заданий КИМа, то есть не сразу с первого задания, первое, второе, третье, а тематическая. Ну, например, вот в этом году я взяла таким образом. Сначала у нас это классификация и номенклатура неорганических веществ. Затем перехожу на строение атома. Затем перехожу на изменение свойств, и потом там уже на остальные задания. После разбора теоретической части идет отработка данной темы по заданиям КИМа. Для закрепления выдается домашняя работа. То есть эту тему я им на консультации рассказала. Да? 5 заданий для отработки мы с ними делаем вместе. Да, кому что непонятно. И объясняю, может быть, где-то что-то не поняли. А затем уже выдается домашняя работа. Вообще, где можно найти вот эту домашнюю работу? Я ВКонтакте делаю с ними беседу. И прям в беседу всех, кто сдает экзамен, обязательно они должны быть, да, там. И я им скидываю разнообразные, это там, таблицу Менделеева, таблицу растворимости, еще, может быть, кое-какие там шпаргалки могу закинуть в беседу. И также по заданиям. Отработали одно задание на уроке, точно так же на беседу скидываю это задание. Все домашние работы проверяются и результат фиксируется, чтобы позволять увидеть пробелы в знаниях и вовремя их устранить. Я эти работы проверяю, у себя фиксирую, сколько кто баллов, да, заработал именно за это задание. И даю им обратно. Если у детей есть вопросы ко мне, они ко мне обязательно подходят, и я их дальше консультирую, где правильно, а где неправильно. Периодически осуществляется мониторинг результатов усвоения материала. Данные результаты фиксируются в таблице достижений. Ну, сколько баллов, да, кто где заработал, так как я уже говорила. И данные результаты помогают увидеть динамику роста или ухудшения у отдельных учеников и вовремя их устранить.
Вот, например, на этом слайде все результаты ОГЭ за последние, ну не за последние года, а начиная с 2014 года. Да, это результаты ОГЭ не новой версии, это результаты ОГЭ старой версии, но все же вот можно посмотреть. Таким образом, успешная сдача государственного экзамена по химии, как на уровне основного общего, так и среднего общего образования, требует определенной системной подготовки обучающихся и профессиональной компетентности учителя. Именно поэтому только кропотливая совместная работа учителя, учеников и родителя способна дать возможности успешной сдачи государственного итогового экзамена. Вот. На этом все, уважаемые коллеги. Спасибо большое, что меня послушали. Всем спасибо. До свидания.